залезли на Sea Grapes, морской виноград. Тут его уже нету, но дерево стоит. Видимо, после ураганов его поломало чуть-чуть, крупные стволы. Вот, полезли обезьянки. Аечка повелительница деревьев. Вон стоит. На самой макушке почти. Красавица моя. Древолазы. Первый раз я здесь хожу. Недавно совсем открыли после ремонта. Сколько помню, ни разу она не была открыта. Вот этот вот ресторан с пирсом. Погода офигенная. На велике сегодня поехал. Наконец-то при свете дня. Вон мой конь стоит. Красавчик. Красавчик мой. Так, вот я сейчас на паркинге, где складывают невостребованные лодки. Залез в одну сейчас. Смотрю, что здесь, блин, лодка большая, хорошая, парусная. Много всяких ништяков, которые можно здесь взять. Даже вот просто вот этот, я думаю, вентилятор неплохой. Можно его взять. Сейчас попробую открутить. Ой. Блин, тут надо, конечно, шуруповертом. Хотя бы так, может, сюда положу. Так, смотрю, что здесь. Блин, лодка, конечно, большая, прям кайфовая. Двигатель тут. Все стоит. Жалко, конечно, такие лодки офигенные. И все это на свалку пойдет. Ну, то есть на утилизацию. О, контроллер зарядки электрические. Прикольно работает, интересно он или нет. Туалет здесь отдельный. Вот этот контроллер, он так выглядит офигенно. Интересно. Может и работает, кто его знает. Короче, там много интересного всякого было, но инструментов надыбало тут. Разводные ключи. Это нужно всегда, инструмент это всегда нужно. Что добру пропадать. Really? Да, сейчас вот картошку чищу. Вон, сидим возле лодки. Вот Джульен из Канады приехал. Salut, ça va bien? Из Канады. 4 months, 4 месяца уже едет. 4 месяца. Вот, сейчас едет на Key West. Вот у него велосипед здесь такой. Вот такой вот велик. Красавчик. Флаг канадский тут. British Columbia. Класс. Texas, Yeah? Arizona. You find on the road? Yeah. What like that? Yeah, I have 3 there. 4. Yeah, that's good. I have a skull on the front. Yeah? It's a deer. Все, вот нашел номера. Брукс у него тут. Такой руль. Классный велик, заряженный. Зона. Вот сейчас сидим, картошку чистим. Кушать будем.
По кайфу, короче. Such a nice place. Нравится Джульену, все нравится. Реально место хорошее здесь. Погода хорошая. Good weather. Yes. Луна, он Really светит. good weather. Привел Джульена на местную достопримечательность. Он на лодке посмотреть. The shark. Вот, и это. Ну, вот реально интересно же, где такие, посмотришь, свалку лодок такую. Okay, wow, there's a lot of them. Still good TV. Залезли внутрь сюда. Интересно же человеку показать. Сидим, слушаем канадские и французские песни. Pas mon premier vol, arrête des bandes de jaloux. C'est la plus belle saison. What is your favorite season? Yeah, but summer, yeah, it's the hardest time. Плавание. Вон Джульен сидит, кайфует. Pleasure. Perfect. Так. Что, Джульен собирается уже тут? Собирается. Мы на лодке покатались, тут чуть не это, блин. Чуть не заглохли. Ну, короче, перегрев двигателя произошел. В общем, еле-еле доковыляли обратно. Вообще повезло. Вот так вот у Джульена было бы много впечатлений. Но повезло, дотянул мотор. Yeah, my feet are. They want the break. Все, попрощались с Джульеном. Джульен едет. Тут курицы набежали. Бай-бай. О, мы сейчас попали на Тейлор Свифт birthday party в библиотеке. Прикольно. На день рождения у Тейлор Свифт побывать. Я боюсь. Потрогай, да, только не клешни не впереди. Да, хорошо. Сейчас гуляем на океане. Здесь вот пришли. Ногами. Да.
Волны были большие и прибили много медуз, португальских корабликов. Это довольно опасные медузы, если их в воде потрогать, можно серьезные ожоги получить и даже смерть. И вот их очень много маленьких, правда, малышей. Там есть и большие вон. Тут довольно большой лежит. Вот эти вообще малыши. Прям вообще пузырьки такие. Похожи на легкие у рыб. Что ты так ковыряешь там? Да, они так пухают, я на велике по ним езжу, они прям взрываются, прикольно. Развлекуха. Давай. Уже? Да. Так, ну что, сегодня 30 декабря 2024 года, я еду из Дайтоны-Бич в Джексонвилл. Сегодня мне наконец-то вроде бы нашелся потенциальный покупатель на мой доджик. Написал какой-то парнишка китаец, вот, может быть студент, я не знаю. В общем, вроде как на 4000 он согласен, я скинул прайс 4. Он нашел меня через OfferUp приложение, вот там marketplace такой. Вот, а там у меня стоял прайс 4400, он мне предложил 3500, я говорю, давай, я за 4 готов ее отдать, ну, типа, скинуть $400. Вот, он говорит, далеко. А я там указал такую опцию, что я могу машину доставить. Ну, то есть, если вы реально хотите ее купить, я могу ее доставить. В общем, ну, вроде не мошенники, да и в чем здесь мошенничество, как бы, ради того, чтобы просто пошутить надо мной, чтобы я приехал, а он не вышел, ну, нету смысла. Это не как в прошлый раз там писали покупатели, типа потенциальные, просили меня проверить ВИН-номер через их сайт сторонний, короче, который стоит $30 проверка ВИН-кода, хотя на самом деле это там $2 должно стоить. В общем, специально зарабатывание денег таким способом с продавцов. Здесь как бы никакого подвоха нет, ну да, у чувака просто нет возможности сюда приехать, я понимаю. Я говорю, чтобы купить машину, нужно иметь машину. Как бы я не против поехать, но это Джексонвилл, как бы мне тоже ехать просто так, чтобы он посмотрел машину и сказал, не, я ее не буду покупать, мне тоже резона нет. Это 2 часа в одну сторону, грубо говоря. 2 часа. Это если, ну, если с пробками там 2 часа, а так 1,5 часа, час 40. Все равно как бы не хочется 4 часа тратить, чтобы туда и обратно приехать. Это как бы и бензин расходуется, ну нафиг мне это надо. Но он вроде серьезно настроен. Я думаю, ладно, я так еще не делал. Посмотрим, съездим. Если все нормально прокатит, за 4000 будет отлично, если я его продам. Вот. Он там даже предлагал 3800. Вот посмотрим. Я буду стоять на 4. С китайцами надо торговаться. Они будут торговаться до последнего. Вот. И очень большой трафик сейчас едет. Предновогодние праздники. Блин, сейчас бы в пробку не попасть никакую. Так что посмотрим. Вот. Чувак ходит, смотрит машину, проверяет тайтл мой. Машинка меня подставила. Цену не удалось держать, короче. Передний вентилятор печки, короче, не захотел работать, потом включился. Но все равно это косяк. Пришлось цену сбавить, короче, 3650, в общем. Хрен с ним. Так, ну чё, сделка произошла сегодня. Вот, в общем, договорились на 3800. Он мне дал кипу 20-ок, вот такую толстенную. Вот, я даже считать не стал, ну, фиг с ним. Он не обманул, все нормально, там 3760 на $40.
меньше было, 3760, просто там китаец прям такой вообще конкретный, и он на числах заморачивается, он торговался, чтобы не было там круглой суммы, чтобы такие числа были. Ну, я же был в Китае, я знаю, как они к числам заморачиваются, это трындец. Так что я не в обиде за эти $40 даже, хрен с ними. 3760 получилось. Получилось $760 у меня навар с этой машины. Вот. Не так, как хотелось бы, конечно, но рынок такой вот, что вот она сколько в продаже? Больше 2 месяцев у меня стояла. Не то, чтобы я ее прям хотел продавать, потому что она меня кормила. Я работал на Uber, на лифте, как бы, и у меня нету второй машины, поэтому я не особо ее хотел продавать. Вот, но такой момент перед Новым годом случился. Такие вот дела, так что завтра 31 число, 31 декабря я буду искать. Завтра как раз будет аукцион. Вот я сейчас иду класть деньги на карту. Вот, и завтра буду играть на аукционе. Вот. Так, я тут на сабборде поплыл. Сегодня 31 декабря. Вот здесь соседи мне везут на таубот. Сломались, походу. Вот сейчас будут мои соседи здесь. Моя лодочка. Вот их сюда поставят. Чувак стоит, ждет. Да, вот и год подходит к концу. Наверное, надо подвести какие-то итоги, я не знаю. Ну что, 24-й был прикольный год. Вот, работал на траке. Сколько я там с марта до августа работал, там 5 месяцев получается. Вот, интересно, во многих местах был. Вот, много где побывал. Тихий океан увидел. Лас-Вегас. Много интересного было. Классно. Ну, конечно, все вот офигенное, в принципе, связано с какими-то поездками, путешествиями маленькими. Вот. К концу года, конечно, такие потрясения на личном фронте случились. Вот я пока не готов афишировать ничего. Не хочется пока там что-то личного. Вообще я не люблю, конечно, частную жизнь, ну, свою личную жизнь как бы обсуждать, рассказывать на видео. Не очень это хочется. Вот, может, когда будет настроение, дойду до этого, но пока у меня нету на это настроения, но потрясения такие серьезные. Ну как серьезные? Ничего коренного не поменялось, на самом деле. Это все к этому шло. Вот, просто так вот случилось, что вот апогей случился вот этой осенью. Вот, и, наверное, оно и к лучшему даже. Потому что этот момент просто оттягивался фактически. Вот, а сейчас вот встречу закат на Сапе. Солнышко почти садится уже. Еще почти полчаса. Меня сейчас ветер гонит по речке. Нормально так. Какие мозаики здесь красивые. Ламантин, дельфинчик. Здесь уже года 2, как ураган Йен прошел, а вот этот мостик все не починили. Даже не брались за него. Вот здесь под мостом вообще низко. Круто. Никогда здесь не был.
Вот, вернулся домой, уже в родную Марину. Кораблик меня ждет. Так, я не знаю, снимал ли я или нет. Вот здесь такие душевые кабины в Марине. Вот тут 2 душа. Здесь там кабинки, туалет. Здесь умываться можно. Вот. Такой вот душ прикольный сейчас. Последний раз в этом году моет. Чтобы зайти в чистым в Новый год. В общем, что я сегодня с утра поиграл на аукционах. В общем, выиграл я машинку Ford Edge 2013 года. В хорошем состоянии. Там один чек-энджин только горит. По внешке там крыло чуть-чуть помятое, переднее. Вот. Это ладно, это фигня. В общем, аукцион такой прикол. В общем, я выиграл этот аукцион, но мне должен селлер, тот, кто продает эту машину, потому что Копарт, вот, это всего лишь посредники. То есть машины на аукцион дают в основном страховые компании. И вот, например, вот эта страховая компания какая-нибудь, она вот этот Ford выложила, и там написано recommended bid. То есть за сколько они бы хотели эту машину, чтобы она ушла. Там стояло 2450. Я ее за 850 дернул, то есть никто особо ее не хотел брать. Там с каким-то чуваком я чуть-чуть пободался, вот, и выиграл. И вот теперь я должен ждать апрува от этого селлера. То есть нравится ему эта цена или нет. То есть удивительно, блин. Весь смысл аукциона тогда теряется. То есть ты можешь дернуть дешево машину, но тебе еще селлер должен это апрувить. И до завтрашнего вечера он должен это сделать. Если он не ответит ничего, эта машина опять на аукцион идет, короче. Вот такой вот прикол. Я не знаю, что будет. Завтра подождем, посмотрим. Но, в принципе, это хорошая машина. Я бы ее хотел дернуть. Просто это такой тупизм. Ну, я не понимаю смысла аукциона тогда. Если ты вот, да, честно, дешево машину взял, да, за определенную сумму, а селлеру это может не понравиться. И он просто может отклонить это предложение, и снова эта машина на аукцион пойдет. А тебе это стрёмно. Я, конечно, не знал, что такая тема есть. Но ведь страховые компании это такие засранцы, им денег мало не бывает никогда. Они всегда хотят больше заработать со всего. Такая вот херня, блин. Надо бороться с этими страховыми всякими. Оборзели совсем.